Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны. Погрузили в эшелон, прибыли в Уфу, и тогда нас, значит, ребят отобрали, кто знает по-русски. Мы стали сразу, 4 пацанов, стали командиром отделения. Потому что ребята, татары-башкиры, по-русски не знали никто почти что. После этого мы погрузили нас в эшелон, отправили на фронт. Прибыли в город Куйбышев, мы там стояли. Перед нами ехал 25-й год эшелон, номер, конечно, это секрет был, я не знаю. Сказали, что их разбомбили, а потом нас экстренно повернули на юг. По приказу Сталина в город Баку, для того, чтобы немецкие войска не бомбили или же не напали на город Баку. В Сталинград, когда прибыли мы эшелоном, там что только не было. Разбито, непонятно, битые танки, орудия, все разрушено. Мы мечтали, знаете ли, как бы быстрее война кончилась. После 43-44 марта месяца мы попали под Грозный. Немецкие самолеты должны были бомбить город Баку. Приказ Сталина, во что бы ни стало, не допускать, значит, пробитие самолетов в Баку. И мы тогда открывали заградительный огонь, это как называется она, ну, бесприцельный. Наше оружие бьет где-то 13 километров было, а немецкие самолеты летали еще 14 где-то. Победу мы встретили, нас привезли в город Баку, летовали там. И радовались, обнимались. Увы, эта радость недалеко пошло. Там открыли второй фронт с японцами. Нас, всех наших полк отправили весь на Дальний Восток. Прибывшие на Дальний Восток, нас погрузили в корабль красногвардейец и отправили в Южный Сахалин, так как Южный Сахалин был занят японцами, самураями. После этого нас срочно вызвали, просят помощь на Курильские острова, остров Шемичу, Парамушир. Тоже мы туда приплыли, разгрузились, победили японцев. Нас вызов был еще мыс Васильева, около Камчатки. Мыс Васильева тоже от японцев освободили, и мы перешли в Камчатку. Мне пришлось долго служить. Я там был старшиной, батарея был, в батарее 4 орудия. Всего я прослужил 8 лет. Вернулся в 1951 году. С победой. Победили Германию, победили Японию. Сохраним память о подвиге героев Великой Отечественной войны.